Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики канала, э, сторонники национального движения Республики Башкортостан. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Конгресса Айрат-Калмыцкого народа Владимир Давданов, э, инагент, как и я, э, человек, который уже давным-давно в национальном движении. А, Вместе со мной он здесь, мы вместе проживаем в Литве, в Вильнюсе. Точно так же получил политическое убежище вместе со своей семьей. Часто общаемся, часто делимся мнениями. Вот решили записать очередное видео. Последний раз мы видео записывали очень давно, где-то больше года прошло как. За это время утекло очень много воды, произошло огромное количество событий. И вообще хотелось бы подвести итоги. Вот, Владимир, добрый день. Добрый день. Да, Владимир, такой вопрос. Вот хотелось бы услышать от тебя. А, Прошло 2 года с начала войны, с того момента, когда национальные движения, разные национальные движения по всей России, и не только национальные, но и регионалистические движения, объявили о своем стремлении к созданию своих независимых государств, о цели такой, что Россия должна, как империя, распасться, что народы должны освободиться, получить независимость. Э, Вот и вопрос. я немножко не получить, от кого получать? Обрести, наверное. Ну да, да, обрести независимость. И 2 года прошло. Что на твой момент, вот как представителя Айрат-Калмыцкого национального движения, что произошло, что вы сделали, чего вы успели добиться и к чему пришли, что сейчас имеем на данный момент? Но учитывая то, что мы впервые оказались в такой ситуации, как вот сейчас происходит в Украине, это война, развязанная Россией против Украины, мы оказались не совсем подготовлены к эмиграции. Хотя первая волна эмиграции у нас была еще в 20-х годах прошлого века, потом вторая волна эмиграции была после Второй мировой войны, и третья эмиграция проходит с 90-х годов и по сегодняшний момент продолжает миграция это проходить. Что можно сказать? Но учитывая то, что у нас был небольшой опыт национального движения, и учитывая то, что мы впервые оказались в такой ситуации, нами, конечно, проделана очень такая большая работа. Насколько мы смогли это все сделать. Тот конгресс, который был избран в 2021 году, 29 мая, э, он продолжил свою работу уже за пределами республики нашей и, собственно, самой Русской империи. А, Мы сумели организовать совместно с другими национальными движениями и Лигу свободных наций, которую, кстати, Патрушев, директор ФСБ, сам Путин объявил террористической, и целями оппозиционеров также объявил. Я думаю, что он не просто так сказал. И эта угроза над нами висит, и вызовы, конечно. И думаю, что это все продолжение найдет, конечно. Что касается уже самой работы конкретно, мы разные там письма писали в парламенты, в том числе и Украину, касательно как и геноцида наших народов всех, и также декларацию о государственной независимости Республики Калмыкия. Сейчас эта работа движется в этом направлении. Конечно, на нас, на национальное движение, пока в полной мере Запад не обращает внимания, как бы и за рамки такой глобальной политики мы еще не вошли туда, но я думаю, что это временный такой период, когда они нас еще не совсем воспринимают как своих партнеров, но этот момент наступит. Что касается теперь а, дальнейшей такой работы, конечно, нам хотелось бы создать свои вооруженные формирования национальные, которые после поражения России в Украине мы могли бы
и наступление того хаоса, который наступит, обязательно наступит на территории России. Мы хотели бы войти в свою республику уже с готовыми формированиями. И после этого начать уже в полной мере, в полном Владимир, объеме. я перебью. Давай к вооруженным формированиям немножко попозже перейдем. Мгм. Я вот как бы ты сказал, что определенная работа проделана, к тому же вот то окно, открывающее окно возможностей, которое перед нами сейчас есть, точнее будет, но оно пока вот уже как бы, да, открывается. Проделана какая-то работа определенная. И, наверное, за много-много десятилетий, даже, наверное, я считаю, в 91 году даже, наверное, такой возможности не было, какая появляется сейчас у нас, потому что цели совершенно разные стоят. Тогда, кроме, наверное, Чеченской Республики, никто не ставил перед собой цели о выходе из состава этой страны, этого государства, этой империи. Даже Татарстан, который вроде бы там объявлял о своей как бы независимости, в то же время он не стремился а, конкретно, прям четко стать независимым государством. Он больше, скажем так, торговался, да, для себя в выбивании преференций. И другие национальные республики то же самое. А, Так что можно отсчет вести, наверное, с 917 года, когда рухнула вся целая империя, началась большая гражданская война, и различные национальные движения начали образовывать свои государства, свои правительства, свои вооруженные формирования и так далее. Вот мне кажется, что именно к этому моменту мы постепенно и придем. Все к этому движется. Вот, но вопрос такой. Когда началась война, и мы все осознали, к чему приведет эта война, то есть неизменно к поражению России, краху режима, и, соответственно, откроется окно возможностей для нас. Тогда мы были все воодушевлены, как-то были настроены на то, что вот-вот это все скоро произойдет, и уже надо готовиться, и уже нужно срочно там как бы, да, все делать, все придумывать, там строить проекты. Но прошло 2 года, как мы видим, война затянулась, война затягивается, и пока еще непонятно даже, когда она закончится. То ли это в следующем году, то ли в этом уже наступившем 2024 году, то ли там еще через 2 года. Может быть, вообще закончится сепаратным миром каким-то. Никто не знает, да, но то есть ожидание того, чего мы хотели, оно затягивается. И в этом, и это сказывается на активистах национального движения, о том, на самих национальных движениях, что многие, скажем так, приуныли, многих захлестнула вот эта вот рутина, когда нужно там добывать хлеб насущный, когда нужно там устраиваться на работу, чтобы прокормить свою семью, чтобы как-то выжить в новом государстве, потому что иммиграция, как бы к ней не готовиться, да, но она все равно очень тяжелая такая вещь, и здесь выживать надо, да, то есть, соответственно, прилагать массу усилий. И вот пошел спад, и вот как ты считаешь, есть ли спад у Айрат-Калмыцкого национального движения, и если есть, то в чем он проявляется, если нет, то что сейчас происходит? Но учитывая этот период, который прошел, да, почти 2 года, вот в феврале будет Да, да. 24, то спада как такового у нас нет, конечно. Есть определенные задержки, связанные даже не с нашим движением, а со всеобщей такой политической ситуацией в мире. Есть моменты, которые неосуществимы пока для нас. У нас не хватает ни ресурсов, ни людей, которые могли бы это делать. И также мы обязаны, и мы опираемся, конечно, на те моменты, которые связаны с большой политикой, с теми людьми, которые принимают решения, и как в Америке, так и в Европе, и особенно в Украине. Те моменты, которые мы могли бы приблизить, сократить и притворить в жизнь, например, к сожалению, не от нас зависят. И мы вынуждены с этим считаться. А, Поэтому ну, этот период, когда Россия, эта империя наступает на всех фронтах, она сейчас и пытается на всех фронтах в Украине наступать, и с успехом их украинцы отбивают, и мы смотрим в Украину, ищем
и думаем, и считаем, что она должна выстоять, и потом уже дальше разгромить русские войска оккупационные. Те моменты, связанные с нами, и нас, конечно, огорчает то, что нас не слышит пока та элита, которая принимает решения. И, наверное, это не только мое мнение, а и мнение тех думающих наших национальных лидеров, что после этой войны, после поражения России и распада этой империи, независимо, хотят Запад этого или нет, Западу придется, наверное, поменять то мировоззрение, которое существовало весь 20 век, вот особенно Ялтинская конференция и так далее, и потом уже Поздамская и другие там международные такие э, мероприятия, назову, действия, которые привели к тому, что мы существуем именно по той парадигме, которая в тот момент была заложена. Но мне кажется, э, что нам всем надо будет э, говорить, писать, чтобы Запад нас услышал, что время то прошло уже. Та система безопасности, которая существовала несколько десятилетий после Второй мировой войны, она уже э, изжила себя. И сегодня надо совершенно другой мир строить, основанный на настоящей справедливости, на настоящей безопасности. И я думаю, мир к этому придет. Что касается нас теперь. Да, у нас какое-то в Лиге свободных наций какое-то такое замедление, какое-то, ну как сказать, какой-то застой идет, но это тоже временно. Сейчас с теми планами, которые мы начнем претворять в жизнь, я думаю, все это пройдет, и мы дальше будем уже позитивно двигаться. И успехов обязательно мы достигнем. Именно на этот период, который сейчас вот, вместе с 2024 годом и наступает. Теперь, что касается именно нашего Конгресса. Э, Наш председатель по болезни Арслан Санжиев ушел в отставку. Он просто член нашего Конгресса. Но, тем не менее, он не прекращает своей деятельности. И многие там инициативы исходят от него, и мы работаем над ними. Нашим председателем Конгресса стал Батыров, Батыр, ой, Бармангнаев, Батыр Батырович Бармангнаев. Он там развернул деятельность на территории Америки. Многие проекты, которые оказались неосуществимы для нашего народа, там, эмигрировавшего туда в Америку, они становятся явью, и он, вернее, притворяет те задачи, те цели, которые на сегодняшний момент у нашего Конгресса именно по Америке возникли. Я думаю, что это все будет осуществлено со временем, с небольшим временем там. И тут нужна помощь, конечно, тех людей, которые эмигрировали туда. Во всяком случае, появился тот стержень, который на сегодняшний момент существует там, и он начинает работать. Они там создают и детские сады, концепции пишут по школам национальным, по детским садам, по работе, по помощи нашим беженцам, которые бегут от войны в Украине, в Америку. Ну, то есть смена лидера, смена председателя пошла на пользу. Да, да, пошло Мгм. на пользу. Конечно, мы считаем, что, как и все радикалы, наверное, что это недостаточно, надо более агрессивно, более деятельно свою деятельность развивать. Но что имеем, то имеем на сегодняшний момент. А вот такой вопрос. Я же не случайно говорил о том, что как бы вот тема независимости национальных, новых, ну, наших национальных республик, тема деколонизации России, тема распада России, она постепенно сходит на нет. И если раньше это был такой пик популярности этой идеи, этой темы, проходили различные форумы, брали интервью у различных людей, вот из представителей национальных движений. Сейчас постепенно все это сходит на нет. Тема, скажем, уходит немножко в сторону. И особенно это связано с тем, что идею независимости национальных республик и регионов России не поддержал США.
Теперь мы точно знаем о том, что США не поддержит эту идею. Оно поддерживает идею сохранения России. Возможно, желательно, как она считает, смены путинского режима и чтобы пришли туда хорошие русские, там, либералы, там, Ходорковский, Навальный или кто-либо другой. Либо договориться уже с самим Путиным, если режим это невозможно будет сменить, как-то его умиротворить, как-то его успокоить, чтобы он прекратил военные действия, чтобы вывел все свои войска с территории Украины, ну и сохранить вот тот статус-кво, который сегодня есть. То есть они боятся распада России, боятся, что появится вместо одного Путина 10 маленьких Путинов, да, с различными там ядерными вооруженными формированиями и так далее. А, Как ты считаешь, Владимир, это почему Америка боится? Почему многие западные партнеры, западные цивилизованные страны не поддерживают тему распада России и обретения независимости национальных республик? Ну, это совершенно ошибочное мнение, конечно, Запада и Америки. Совершенно ошибочное. И мало того, оно еще и преступное. Мы прекрасно понимаем, что а, без помощи Запада, той же Украины, той же Америки, того же Запада, западных стран, мы не обретем независимость. И нам хотелось бы надеяться на то, что это произойдет. Но чтобы это произошло, мы должны двигать свои нарративы, свои идеи о независимости наших республик, регионов. В конце концов, если, например, Америка пару веков назад, Европа в 20 столетии отошла от колониализма, империализма, стали демократическими странами. И вот этот вот нарратив демократический они несут по всему миру и ответственны за соблюдение прав человека, за выборную систему. Те страны, которые стали демократическими, то почему они нас лишают этого? Они же прекрасно видят, что Россия это имперское государство, причем очень агрессивное. И надо учитывать еще тот момент, который связан с энергоресурсами, которые есть у России, якобы. На самом деле это энергоресурсы колонизированных республик и колонизированных регионов. И это надо учитывать. Другой же момент, который препятствует там, волеизъявлению наших народов независимости, это коррупционная схема. Это же не просто так же они стараются сохранить Россию. Почему? Потому что они повязаны с той верхушкой, которая сейчас существует в России. Но на самом деле, вот взять того же, как его, Такер, по-моему, журналист американский, и он постоянно говорит о России, о Путине хорошем и так далее. Он же не просто так говорит. Неужели он просто вдруг стал чисто с таких вот с позиций демократии, например, да, и об этом говорит. На самом деле же мы прекрасно понимаем, что он агрессор, диктатор, убийца и разыскивается Международным уголовным судом в Гааге. А он говорит в пользу Путина. Почему? Потому что он подкуплен, он коррумпирован. И точно это также касается и того же Орбана, и других политиков на Западе, которые или же еще не проснулись, или же коррумпированы и хотят все сохранить по-старому. Но, я, как и ранее говорил, наступает 21 век, уже начался. И в 21 веке уже не будет империи. Хоть что ты делаешь, лимит существования русской империи, он уже заканчивается. И это надо учитывать, независимо от Америки, от Запада, от других таких причин. В любом случае мы независимость получим, только уже с большей кровью, когда это можно сделать, затрачивая меньше усилий. Вот этот момент нам нужно донести до Запада. Причем они сами это все знают. Я думаю, что и просчитывает тоже их разведки, их политики все просчитывает. Но пока что та группа лиц, которая является, ну, скажем так, бенефициарами России, они еще продолжают тот нарратив толкать на Западе, выигрывать каким-то образом путем противовесов, каких-то уступок. И сейчас политика такая. Но я думаю, что это недолго продлится. Недолго. Потому что
Россия обречена, все равно обречена. Что бы там хорошие русские не говорили, вот недавно я э, слушал Марка Фегина, такой есть деятель Да, один, да, да, знаю такого. который топит за Украину якобы, на самом деле он за сохранение русской империи, конечно. И он недавно предложил выборы президента России в эмиграции, там, и разные технические, технологические там варианты, говорилось, что никого, если с России там будут голосовать, никого не узнает, там, в общем, инкогнито сохраним. Но на самом деле же это же все равно получается, что это очень такой большой фейк, он же все равно недействительный будет. И мало того, что под удар подставляются те люди, которые живут на территории России. И вот такие вот разные извороты такие, разные действия, которые предполагают оставление этого централизованного государства, э, разбавленного демократией, как эти предлагает небольшой, или как тебе же помнишь, Мария Певчик говорила, отвалим сколько надо, да, и Отсыпем. отсыпем, то Да-да-да. есть отсыпем сколько надо, и все, ты замолчишь там, да. Но мне еще, к счастью, такое не предлагали еще, поскольку я еще малоизвестен, наверное, Не, поэтому. мне лично не предлагали, она вообще говорила, что вот надо будет отсыпать им просто как бы. Владимир, вот по поводу, ты говорил по поводу вооруженных формирований. А, Ты как считаешь, вооруженное формирование это необходимая та часть национального движения, и если они должны быть, то для чего? Ну, у нашего народа есть горький опыт. Если у нас было 210 тысяч человек по переписи царской России, 210 тысяч человек по переписи 1910 года, то после гражданской войны, ближе к 27-й, там, к 30-му году у нас осталось всего 93 тысячи, 92 там, тысячи. А куда делись остальные? Конечно, они были вырублены, от болезни умерли, в войне погибли, умерли от голода. Ну, больше половины народа Уехал много. уехала. Ну, все равно у нас осталось очень мало. Потом, учитывая этот опыт, когда нас вырезали просто целыми вот этими нашими деревнями, убивали целыми полками, ну, я имею в виду по численности, конечно, да, наступали и белые, и красные, и зеленые там, и так далее, и все они ставили целью уничтожить наш народ, то, конечно, мы должны учитывать этот момент, тяжелый момент. И потом надо учитывать современный этап, который сейчас происходит. Ведь те манкурты, те зараженные э, зомбоящиком там идеей сохранения этого государства и якобы теми плюшками, которые это государство дало нам, да, и мы должны это учитывать. Нас же не будут там встречать на территории, ну, неважно, Калмыкии, там, Башкортостана, Татарстана, других республик с караваем хлеба там, солью или там полотенцами, нашими ходаками, которые на шее вешаются. Естественно, к нашему приезду будут там готовы вооруженные формирования, которые будут сражаться за тех коррумпированных чиновников, там, политиков нашей республики. И мы вынуждены просто будем идти только лишь с вооруженными формированиями. И чем быстрее, например, та же Украина это поймет, вооружит, обучит нас, слажение боевое сделает, мы поучаствуем в этой войне, и тем лучше будет для них же самих, потому что мы независимые республики, которые станут свободными, демократическими и войдут во многие международные институты, то я думаю, мы будем гарантами той безопасности, которая будет на территории бывшей Российской Федерации. Я думаю, что именно только с созданием наших вооруженных формирований национальных и регионов, и национальных республик мы сумеем удержать этого монстра в той клетке, куда его загонит, например, Украина с международным сообществом. Ну да, я с тобой согласен, Владимир, по поводу вооруженных формирований, потому что история башкирского народа как раз четко показывает то, что когда в 1917, в конце 1917, в начале 18 года образовалась башкирская армия во главе с Заки Валиди, и наше войско в количестве 15 тысяч человек, там несколько дивизий различных, оно очень достаточно было сильное,
боеспособная, принимала участие сперва против красных, потом против белых, и с нами считались. Когда есть сила, с силой считаются. И, соответственно, эта сила может защитить свой народ, собственно. Поэтому, да, я согласен с тем, что вооруженные формирования нужны, особенно сторонникам независимости, потому что надо понимать, что даже произойдет когда час X, начнется большая смута в стране, а она в прошлом году практически чуть не началась, когда начался марш Пригожина, мы помним, да? И вот представим, что условный там Пригожин-2, там, неважно, кто это будет, поднимет свои вооруженные формирования, снимет их с фронта, пойдет маршем на Москву, снесет Путина, возглавит это в Москве правительство. Регионы начнут какие-то подчиняться, какие-то не подчиняться. Там Чечня точно не будет подчиняться. Там Кадыров скажет, я не признаю вас, я там признавал только единственного Путина, и мы сами по себе. Там Татарстан и тоже там, да, Хабиров скажет во главе Республики Башкортостан тоже скажет нет. Хасиков скажет, что мы не поддерживаем. И каждый начнет опираться на свои собственные силы в самой республике, чтобы удержать свою власть. Потому что они прекрасно понимают, что сторонники независимого государства, национально-освободительное движение, они заинтересованы в том, чтобы снести сегодняшних вот этих гауляйтеров, которых поставил Путин, которые там устроили вот этот коррумпированный режим, как ты говоришь, Владимир. И нам не нужно, чтобы они находились у власти, продолжали воровать там, да, или устраивать эту тиранию, там, диктатуру. Нам нужно, чтобы их не стало, и к власти пришли силы национально-освободительного движения, да. Вот. Для этого нужно что? Для этого нужна своя сила. Конечно же, я согласен полностью. Считаю, что вооруженные формирования необходимы, и мы тоже, Башкирское национальное движение, тоже заявили о том, что мы будем создавать армию. Процесс идет, как бы он ни казался, что он там, вот мы заявили, ничего нету. Нет, работа идет. Дело в том, что действительно Украина сама по себе не заинтересована, к сожалению, в том, чтобы вооруженные формирования у национальных движений появились. А, Надо это признать. Возможно, там расколотая достаточно сильная власть, где одна часть поддерживает создание таких движений, другая часть не поддерживает. Тут еще Америка со со своим мнением, что никаких вооруженных формирований, никаких национальных движений, правительств там, независимых в изгнании ничего не должно быть. А это все накладывает, конечно же, отпечаток. Но что нужно делать для того, чтобы все-таки продавить нашу идею о том, что формирования должны появиться? Ну, когда я спросил у одного из лидеров национального движения, вот, он более просвещен, чем я, чем наш Конгресс, а, почему этот нарратив сохранения русской этой империи, ну, а потом уже, наверное, все равно централизованной, станет якобы демократическим, он ответил, что все источники в американской прессе, в американских там записках к политикам и так далее, они имеют русское происхождение. То есть Америке навязан тот нарратив, который они сейчас и придерживаются, тот политический курс. Я думаю, что при определенных условиях и при определенных усилиях с нашей стороны мы развеем этот нарратив, этот политический курс, свернем его на курс независимости наших республик, наших народов, регионов, там, если русские захотят там, создать свое правительство региональное там, и независимости от Москвы добиться, то я думаю, что этот политический курс как раз таки и свернет и будет именно таким, каким он нужен нам. Что касается Запада, то же самое. Я не думаю, что Запад будет сильно упираться, если, например, вот Башкортостан, мы, Калмыкия, Бурятия, там, Саха-республика, другие наши регионы, республики предложат им по меньшей цене те же энергоресурсы, в которых нуждается Запад, там, и та же Америка. Ну, я имею в виду все богатства земли, которыми мы обладаем, мы уже сами будем торговать, и э, тот за ресурс, который платит средства финансовые Запад,
Америка нам, например, да, вот что в отношении нашего народа, то мы с удовольствием бы эти ресурсы не отдали бы олигархам, а законом бы провели такой, ну, скажем, буквально народный, а, золотую такую карту, которая позволила бы нашему народу, каждому нашему человеку иметь определенный процент с продажи этих ресурсов. То есть наши ресурсы пошли бы на развитие нашего народа, чтобы они учились во всех университетах мира, наиболее таких продвинутых, чтобы они выезжали за границу без всяких виз там и прочее. Мы бы, если независимые были бы, участвовали бы во всех, конечно, международных институтах, в том числе и в ООН, Евросоюзе там, и так далее. Что касается э, тех средств, которые на вооруженных, ну зачем нам нужна огромная армия, которую нужно финансировать и которая какую-то захватническую роль играла, например, запугивание других регионов. Это совершенно нам не нужно. Нужно территориальные войска какие-то, гвардия какая-то, полиция, ну и силы безопасности, конечно, и все. Нам не нужно абсолютно ничего. Все средства должны идти на социалку, социальные выплаты нашим и пенсионерам, и малоимущим нашим гражданам. Ну, ну и, конечно, нужно придумывать такие, ну, внедрять такие программы, которые поощряли бы деторождение, чтобы сохранить свой народ. Потому что наш случай минимальное количество, хотя бы миллион был, тогда можно было, конечно, уже разговаривать как бы с этой Россией на равных, но пока еще мы не имеем такой возможности. И как раз наши усилия будут направлены именно на это. Что касается теперь взаимоотношений с соседями. Нужно по справедливости с ними разговаривать. Если какие-то трения начинаются, то воевать нужно вообще запретить, а нужно все вопросы, которые касаются территориальных претензий там или еще каких-то моментов, связанных с трениями этих регионов, то нам нужно выходить на международные суды и решать вопросы цивилизованным путем, которые приняты в мире. То я думаю, и думаю, что именно такой путь развития нашей республики должен быть в будущем. Мгм. Ну, наверное, на этой тогда, скажем так, позитивной ноте закончим наш этот эфир. Спасибо большое, Владимир. А, Я думаю, что все у нас получится. Режим постепенно мы видим, как ему приходит конец, как цены дорожают в России, как экономика расшатывается, санкции делают свое дело. Я думаю, что и, соответственно, война забирает много денег и жизней, и все это люди прочувствуют на себе непосредственно, через себя пропускают. И я думаю, что все это со временем, конечно же, скажется и сделает свое дело по краху. Потому что, напомню, я как историк напомню, что Первая мировая война в 1914 году, когда она началась, было точно такое же ура, победобесие, поддержка этой войны. А, Люди, правительство даже вот по инициативе граждан Российской империи переименовали город Санкт-Петербург в Петроград, чтобы избавиться от немецкого названия. Люди складывались деньгами, там, барышни там отдавали свои там золотые украшения в пользу армии, там, благородные девицы ездили на фронт там лечить в лазаретах или где-то ездили, сами вызывали добровольцами, да, лечить раненых бойцов. Все это сошло на нет уже буквально через 3 года. Через 3 года произошла революция, когда народ понял, что идет война ни за что, люди не понимают смысла войны, а, население нищает, цены взлетели страшно, произошла революция. Я думаю, что все к этому идет, и насколько большой запас прочности, я думаю, что мы узнаем в самое ближайшее время. Спасибо большое, Владимир. Еще можно? Должен сказать, что, ну, как историк понимаешь, наверное, война откуда пришла, туда и уйдет. И героическое сопротивление украинского народа сломает хребет этой русской империи. Это несомненно, это обязательно будет. Просто когда тот карлик, как его называют, Путин начинал, Дед из бункера. дед из бункера, начинал эту войну, он совершенно не рассчитывал, что украинский народ окажется таким духовитым. И в интернете, я, наверное, читал, что Бандера там нацист и прочее. Ну так вот я скажу, ну в таком случае и я, и ты, Руслан, мы, наверное, все бандеровцы.
Да. Все люди, которые за свой народ, за свою независимость. Но я думаю, что победа будет за нами и в очень обозримом будущем. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Подписывайтесь на этот канал, распространяйте видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.